Добрый вечер. Ом, Анекдот прочитала. Две подруги разговаривают. Одна другу говорит: "Я сегодня от мужа услышала все, что он обо мне думает". "И что, ты его там чуть не убила?" "Да нет, пожалела". С кем он живет-то? Вот на эту тему я как бы хотела поговорить. Сейчас с солнышком справлюсь. Раньше мы строго выполняли предписания врача. Ну, как бы, не то что скажу строго, но не сомневались в том, что он прописал. Сейчас, ну, наверное, 80% проверяет по интернету, ставит себе диагнозы по интернету, выписывает себе лекарства по интернету, потому что очень много у обычного врача, да даже и не у обычного, даже у врача, который, может быть, ну, как бы грех такое говорить, но многие те, кто окончил мединститут по блату, их по блату и устроили на теплые места. А, Чаще те, которые учились сами, остались в обычных поликлиниках, и чаще в обычных поликлиниках более быстро ставящие диагноз врачи, чем те, которые в каких-то клиниках. Не осуждаю, не отговариваю. Просто вот если вот так вот поразмыслить, что если ты находишься в какой-то дорогой клинике, то репутацию этой клиники нужно поддерживать, нужно оплату на должном уровне поддерживать, нужно уделять внимание пациенту. Иногда такое, как внимание, как и у продажников одежды, когда говорят: "А померите еще это, как вам хорошо, как идет, так и тут. А давайте еще такой анализ дадим, а так еще такой". И неважно, на общую картину эти анализы, ну, нужны для создания общей картины или нет. Но я в данном случае не о поликлиниках и не о клиниках, а хочу поговорить о психологах. Очень сейчас вот какой-то такой бум и пик, моды, по-другому я не скажу, вот, прорабатывание себя. И тут тоже очень важно, какой человек с вами работает. Потому что вот я приведу такой пример стандартной работы психолога, хорошего, нормального психолога. Нужно проработать детские проблемы, детские обиды, те, что ты пережил. Для чего? Для того, ну, круговую так, для того, чтобы вы осознали, почему этот человек, с которым вот были неприятные моменты, почему он так поступал, простили его, а когда ты простил, ты принял это и живешь дальше. Ну и вот теперь навскидку, понимаете, то, что хорошо там э, для другого, для вас лично. Вы простите человека, если поймете, что он сделал какую-то гадость вам. Ну вот лично вы простите. Да, то, что вы поймете, почему он так сделал, иногда сделает даже хуже. Но зато модное слово проработанный. Проработанный не значит, что он себя как бы по-другому себя позиционирует и несет себя, вот, жалеет, да, того человека, с кем он живет. Нет, это все очень сложная м, структура всего этого. И нужно везде, как вот в этих стихах, да, во всем мне хочется дойти до самой сути. И вот, вот до сути психолога каждому человеку свой подход. Нету стандартного подхода. А обучение прививает к тому, что ну, есть протокол поведения врача, поведения психолога, и он должен сначала проработать это. Талантливые врачи, это большая редкость. Вообще талантливые люди во всем, как и учителя, как и продавцы, как кто бы то ни был. Талант всегда он очень, очень ценен. Но вот простому обывателю, простому человеку, как же быть и как разобраться в этом, и надо или не надо ему вот доколупываться до того, что там было.
в массе своей доколупывают, находят виноватого, и все. И все свои, все свое плохое поведение, все свое нежелание что-то менять в себе скидываем на то, что вот у меня были такие проблемы. Но вот давайте опять же откровенно. У всех были примерно одинаковые проблемы. Ну, у всех. Вот у каждого поколения свое. Вот мне тут стали, да и в Ютубе жалуются на бабушек, что бабушки меньше стали детям уделять внимание. Они говорят, мы вас вырастили, своей жизнью поживем. А дети говорят, а как вам же помогали ваши мамы? Тут есть обратная сторона. Да, помогали наши мамы, но мы наших мам и слушали, ой-ой, как. И не говорили, это мое дело, сюда не влазь. Даже если внутри кипело, то мы не высказывали вот так, как наши дети высказывают нам. А если наши дети высказывают нам, почему мы должны на задних лапках перед ними стоять? И еще такой момент хотела рассказать. Вот девочка одна ко мне обратилась с вопросом, у нее сложные вопросы о биологических родителях. Она уже взрослая девочка. И вот я хочу сказать, вот на эту вот конкретно на эту тему, но я хочу, чтобы это услышали многие. И не вот так вот, чисто вот так вот, о чем я говорю, так оно и поняли. Но вот смотрите, если Вселенная не дала вам ответ на тот вопрос, который вы хотели бы знать, хотели бы туда вникнуть, хотели бы вот разобраться, если вот в течение вашей жизни не пришло, ну, грубо говоря, само по себе информация об этом, то вы в этом разобраться можете, но Вселенная за это потребует плату, адекватную вашему запросу. То есть все ваши тайны, ваши секреты тоже станут достоянием общества. Пусть не сразу, пусть не вот так, не моментально, но все равно это произойдет. Поэтому вот это вот очень такой момент тонкий, очень сложный момент. Если для вас это жизненно важно, и вы готовы заплатить не деньги, а цену какую-то внутреннюю цену, тогда да. Но должен быть вопрос, зачем? Вот для чего? Любое действие. Вот для чего? Вот там вот я хочу там заполучить этого человека. Для чего? Вот я хочу, и все, вас оно ударит очень сильно. Или я хочу там отомстить. Вот оно тоже по вам ударит, даже если вы стопроцентно правы. Если оно вот, ну не скажу прям само по себе, ну примерно само по себе. То есть вы задали какое-то желание мысленно или там с помощью специалистов, и оно само по себе к вам не приходит, то для этого есть причина, всегда есть причина. Если вы усиленно добиваете, чтобы все-таки было по-вашему, будьте готовы за это заплатить чем-то сокровенным и дорогим вашим. Ну, как-то так вот печальненько. Вообще не хотела на печальные темы разговаривать. И вообще все люди очень разные. Помните, я рассказывала давно и давно историю, как у девочки не складывалась там личная жизнь, и она там задала вопрос своему последнему поклоннику, что со мной не так, скажи мне, какой я должна быть, и что мне нужно делать, чтобы у меня складывались отношения. Я не помню, что он там сказал, но я ей сказала, что ты спрашивала конкретно у этого человека, какая ему конкретно нужна была бы женщина. И то это как бы на данный период, так я скажу. Люди очень разные. Есть люди, ну вот для нас где-то непонимание идет, да. Вот есть вот люди верные, вот часто говорят там, для меня важна верность. Есть люди верные, но холодные внутри. Это не значит, что неверные там страстные, горячие. Нет, иногда бывает и так. Или возьмем вот, допустим, меня. Вот
Амбициозности у меня нет. Нету желания надеть лавры и, в общем, идти вперед, идти. Есть возможности, да, есть сила на то, чтобы идти вперед, да, но желания нет. И вот другой человек бы рядом со мной сказал бы там, да давай, а чего ты, а где ты? Все мы разные. И другому ставить оценку на основании того, что для тебя что-то непонятно или неприемлемо, тоже вот, ну, тоже не то. Ну и, конечно, такая тема, может ли человек поменяться, да, измениться, вот из такого стать таким. Да, всегда стопроцентно да, когда какие-то события или действия, или какая-то ситуация вынуждает его становиться другим. Кого бы то ни было. Это относится ко всем. Это относится к детям, которые вот у них рефлекс, ну, это природой так, что вот он плачет, к нему подошла мама, он плачет, его покормили, он плачет, с него подгузник сняли. Он будет вот таким образом капризами и скандалами добиваться своего до тех пор, пока это не перестанет действовать. Тогда он начнет меняться, тогда начнет по-другому относиться. Изменить другого вот невозможно. Ну вот я понимаю, что девочки искренне надеются, мы очень, ну и мальчики тоже надеются, как вот надо жениться на молодой, я воспитаю их под себя, ее под себя. Ничего подобного, это самый большой обман. Нет, с другим человеком или можно жить, или нельзя. И вот его или принимаешь такой, как он есть, или не принимаешь. Потому что жить в ожидании того, что завтра изменится, завтра он будет другим, завтра там не будет так поступать, это вот ходить в розовых очках, которые бьются стеклами внутрь. И насчет стеклами внутрь. О, вот иногда вот такая повышенная эмоциональность, она должна иметь свои формы. Вот давать возможность любой эмоции время, чтобы сказать, вот не эмоционировать, вот там говорят, мы там прожили столько лет и ни разу не поругались. Это только чужие люди, посторонние люди могут прожить столько лет там и не поругаться. Вы со своими детьми, с самыми родными или с родителями, вы же все равно входите в конфликты. Тем более, если это пара, которая изначально, вот как я про шторки говорила, да, и про жалюзи, они изначально у них другой настрой. И вот это нормально. Все ссорятся, все ругаются, все обижаются. Но этой ситуации нужно давать время. Самое тупое, извините, это замолкать, чтобы другой человек понял, в чем дело. Это эмоциональное насилие. Если вы такое делаете, мне вас жалко. Вы искалеченные внутри. Вы по-другому не понимаете, как это. Не открываетесь, не сядете и не поговорите. Вот мне вот больно, что ты так делаешь. Мне не нравится, что ты так делаешь. Я бы не хотела. Или давай вот разберемся в этом вопросе. Давай я вот тут на полшага, а ты ко мне на полшага. Но и в то же время вот если вам с человеком холодно, если вы с ним не смеетесь, если у вас там проблема, знаете, вот всегда вот лицо или там мимика всегда, ну, трудно удержать лицо в ежедневной жизни. Если вы все время видите вашего спутника раздраженным, то значит, этот человек с вами несчастлив. Если этот человек с вами несчастлив, то и вы с ним тоже несчастливы. Окружайте себя людьми, с которыми вам улыбается, с которыми вам хочется быть. Вот, знаете, вот есть такое высказывание такое, что женщине не нужно быть с мужчиной, который заставляет вас плакать, ваши слезы. А тот мужчина, с мужчиной, который не достоин ваших слез. А тот, который достоин ваших слез, никогда вас не заставит плакать. Ну вот, но невозможно, конечно, другого веселить. Тут дело не в том, что вот изображать там клоуна, веселить. Это внутреннее состояние. Вам с этим человеком хорошо, тепло,
Или вы все время ждете подвоха, ждете удара в спину, тычка, ждете там еще что-то. И для того, чтобы в этом разобраться, это очень просто. Психологи не нужны. А нужны все равно психологи. Нужны люди, которые будут с вами работать и будут давать возможность снять эти розовые очки. Никто для нас не может сделать то, чего мы сами для себя не делаем. Если мы себя там, если нас недолюбили родители, долюбите себя сами. Но вот не надо других ненавидеть или обижаться. Эти оба чувства действуют разрушающе на ваше здоровье, на вашу психику. У всех какие-то детские проблемы. Но у нас мы для того и люди, для того нам и ум дан, чтобы мы это преодолевали, трудности. Потому что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. И преодолевая трудности, осознавая, куда и зачем мы идем в жизни, мы взрослеем и становимся другими, более взрослыми, более мудрыми. Иногда нужны вот эти длительные работы с психологом. Очень нужны. Причем вот так интересно, чаще всего те, кому очень нужна помощь, за ней не обращаются. А те, которые вот считают, что вот я похожу к психологу, и это решит мои проблемы, за меня решат. Ходят, но ничего не решается. Кроме того, что нам нужно осознавать, вот что-то я в психологию прям далеко ушла, осознавать, какие мы, что мы можем только сами измениться. Нужно обязательно делать какую-то ну, шалость, какую-то шкоду, какой-то там душа просит праздника, этот праздник устраивать. Иногда это те ритуалы, о которых я вот все заговариваю в семейной жизни. Иногда это спонтанное что-то. Поехали на природу, а давай там, я не знаю, на полу постелим коврик, поставим комнатные цветы и сделаем пикник в доме. Что-то такое, что в любви, чем ведем мы себя безрассудней, тем памятнее это с годами потом. Еще на стихи меня тянет. Ну, в общем, это практически все, что я хотела сказать. Я как бы, это не все, я бы еще поговорила, но я считаю, уже достаточно на сегодня. Так, теперь немножко о моих делах. Я сдала документы в суд, заплатила госпошлину, отправила письма, тогда отправила. Вот, э, взяла талончик в МФЦ, чтобы оформить паспорт, загранпаспорт, потому что, оказывается, сейчас не выедешь без загранпаспорта. В общем, на следующей неделе мне обещали позвонить и сказать, когда будет заседание суда. А во вторник я еду в это МФЦ, буду решать проблемы с паспортом. Еще у меня планы на следующей неделе. Я посмотрела в интернете, не знаю, что из этого получится, к отцу на кладбище и хочу подновить рисунок, картинку. Ну, собственно, все. Была рада с вами пообщаться. Пока. Живите легко. Берегите себя.